Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие люди вас окружают? Кто и почему? Если вы готовы, если вам эта тема интересна, пожалуйста, настройтесь на мое гадание. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие люди меня окружают? Кто и почему? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие люди вас окружают. Кто, зачем и почему. Так, ну что? Я вижу хороших людей, честно, хороших людей больше, чем плохих. И это меня очень сильно радует. Но я начну снизу вверх читать этот рисунок. Прежде всего хочу сказать так, что у вас по жизни всегда есть человек, на которого вы можете положиться. Этот человек может быть ваш любимый человек, ваш брат, сестра, не знаю, там ребенок, сын, дочь, бабушка, тетя, мама, папа. Понимаете, вот есть вот он человек, на которого вы вот просто можете вот положиться, да, и ни о чем не думать. Можете доверять, можете прям без всякого, да. Может даже друг у вас такой хороший, либо подруга, на которого вот 100%, да, и в беде не бросит, и по жизни вместе пойдет. То есть вот этот момент у вас есть. Это очень хорошо. Цените этого человека, не обижайте этого человека. Потому что здесь какой-то момент идет, что вы иногда можете очень остро с этим человеком как-то разговаривать. Человек, конечно же, обижается, но любит вас, понимаете, и все прощает. Не нужно так быть, скажем так, грубым, да, не нужно быть грубым с тем, кто вас так сильно любит и который готов вас всегда во всем поддерживать. Так, следующий момент на работе. Ну, на работе я вижу, что, смотрите, как вы, да, вы очень много работаете, вы очень много трудитесь, вы прям, я не знаю, какой-то уникальный человек, энтузиаст, что ли, да, вы придумываете какие-то новые вещи, гениальные вещи. Может быть, вы не озвучиваете это все на паблике, да, не привлекаете к себе внимания, но тем не менее люди к вам прислушиваются, будут как будто бы генератор каких-то гениальных идей, и если кому-то нужен совет, подсказка, и будь это вопрос, касающийся работы, либо личной жизни, вот как будто к вам приходят и у вас спрашивают вашего мнения, вашего совета. Может быть, вы, кстати, учитель, да, учитель по жизни, который полностью реализовался и как личность, как профессионал, и теперь люди это видят, чувствуют и к вам идут за помощью. Вы должны это понимать, что вот вы прям пример для других, вы как икона, но при этом нажили себе несколько завистников. Вот эти завистники здесь у вас рядом за спиной. Завистники — это женщины, несколько женщин и один мужчина. Как они вам завидуют? Ну, ненавидят вас, как они вам завидуют. Здесь, знаете, вот именно человеческая подлость, глупость и агрессия. Вот, как бы, знаете, такой сумасшедший микс, там взрывоопасная такая масса. Люди, которые вам завидуют, они лентяи по жизни, лентяи. Вот им проще обвинить кого угодно, что вот я в моих неудачах виноват то. Да, они назначают виновных, чем самим что-то делать. Почему они к вам плохо относятся? Да потому что вы прогрессивный человек, вы постоянно в деле, вы заняты работой, вы горите на своей работе, да, потому что вы вот ваша суть такая, да, вы нацелены на успех, даже пусть это будет не ваш личный успех, но успех общества, да, успех коллектива. Вот такой вот вы человек. А они ленятся, не хотят ничего делать. Они просто, да, за ногу посидеть бы там, кофе погонять, да, и посплетничать. То есть в курилке там сидят и шушукаются. Эти люди, они... Да, они тоже могут что-то делать, да, они по-своему там тоже какие-то, может быть, талантливые, способные, но
Проще, конечно, сидеть и злобиться, чем вот действительно засучить рукава и поработать. Вы их раздражаете именно тем, что у вас хорошее мнение на работе, в коллективе сложилось, вы интеллектуал, вы человек добрейший, вы человек, который подсказочки дает, который всем может помочь, а их прям это бесит, да, они вот такие вот коварные злюки, которых это бесит. И есть мужчина, который, это может быть ваш руководитель, начальник, может быть, человек какой-то, знаете, с вами различия есть. Вот по статусу, может быть, даже по религии может быть различия. Вот этот человек, он, не знаю, почему-то считает, что вы его прямой конкурент. Да, прямой конкурент, либо прямая конкурентка. Просто может быть вот начальник, который самодур, который над вами там, не знаю, там третирует вас, да, там желает вас выжить с работы. Впрямую человек не может вам в лицо сказать, но при этом он в вас видит угрозу и думает, что я вот сейчас делаю все, лишь бы вот она либо он ушли, да, чтобы у меня не было прямых конкурентов и угрозы. Вот такой момент происходит. Человека бесит ваш талантливый подход, бесит ваши талантливые речи, бесит, что вы иногда не соглашаетесь на его какие-то тупые предложения, да, либо просьбы. То есть бесит то, что вы не попу лижете, да, этому человеку, извините за выражение, а показываете свою личность, да, что вы никогда не будете этого делать, тем более, если человек действительно самодур. Вот, может быть, человек вообще привык, да, что все ему везде это делают, да, в одно место дуют, а вы нет, вы не такого порядка человек, нет таких правил. Вот он на вас очень сильно злится. Кстати, вот он еще не объединился с этими сплетницами. Это две женщины-сплетницы. У одной из них какая-то жизнь вообще не улаженная. Может, она там в разводе, в глубоком разводе, либо муж у нее какой-то там алкаш, который ее гоняет. Знаете, у нее там вообще проблемы в жизни. А вторая такая, знаете, вроде как бы особых причин нету быть злобной. Но это ее скотская натура, да, вот человек просто с гнильцой. Они не объединились вместе. Если они объединятся, знаете, будет как-то очень неприятно. Я скажу вам так, что вот эти две женщины, я вижу, что они останутся. Они останутся, и они вот, такие, знаете, две злобных бабенки, которые там только могут что фыркать на всех. А у мужчины что-то случится. Он либо на другую работу перейдет, либо, как-то вынужден будет оставить свой пост. Вот такая идет ситуация. Здесь его просто с вашей дороги убирают, чтобы он вам не мешал, чтобы он вам гадости никакие не делал. Так. Теперь отношения в семье. В семье я вижу, что здесь, конечно, вот какой-то момент здесь вот лапка кошачья. Видите, вот она, мягкая подушечка, и вот они, пальчики кошачьи. Кошачья лапка, здесь есть ссоры. Ссоры возникают просто на ровном месте. А здесь у вас какая-то немножечко порченная энергетика в доме идет. Вот люди, да, они живут в одном доме, они друг друга любят, друг друга хорошо относятся, они не выносят даже мысли, что мы можем там расстаться, либо потерять друг друга. Но при этом люди постоянно друг друга ранят словами. И это может быть отношения вот в семье, да, между мужем и женой. Это могут быть отношения там между родителями и детьми. Понимаете, вот острые какие-то моменты, прям острые шпильки вы кидаете в друг друга. И лишний раз, вот, да, думая, что же произошло, почему мы там все поругались, вы не понимаете, да, вы не находите ответа. Вы не хотели, например, тоже там кого-то обижать, либо говорить какие-то слова, претензии, а оно как само с языка срывается, да. У вас негатив в доме находится, живет у вас негатив, какая-то вот прям такая масса негатива насобиралась, накопилась, кто-то вам периодически заносит, подкидывает, понимаете, и вы еще вот на работе под этим негативом ходите. Тут насобиралась, вот реально насобиралась дом, где вы находитесь, жилье ваше, обязательно нужно почистить. Почистить любым удобным способом. Хотите свечами, хотите солью, хотите молитвами, хотите полынь пожгите.
Я вот живу в Турции, здесь обычно дома чистят, коробочки льна жгут, тоже очень хорошо помогает. Что у вас есть под рукой, просто почистите дом, и все будет у вас замечательно. Дом нужно немножечко привести в порядок. Вот эти все ссоры, склоки, они уйдут. Плюс я вижу, что вам нужен отдых. Отдых, причем отдых нужен всем членам семьи. Вам бы хорошо куда-нибудь на несколько дней вырваться. Если нет такой возможности, хотя бы просто устройте какой-нибудь один день, выберитесь там, не знаю, в парк, походите, погуляйте. Хотите, если открыты там кинотеатры, может быть цирк, может быть, не знаю, там торговый центр. Просто вам нужно получить удовольствие, где-то вот походить, вот, не знаю, пообщаться, просто отвлечься, да, потому что все как-то со своими проблемами уже накипело, наболело, и все на взводе. Так. Еще моменты у вас идут. Здесь я вижу ваших соседей. Соседи, смотрите, в принципе, есть сосед один, мужчина это идет, мужчина-сосед, который какой-то подленький, с гнильцой человек, который гадости делает всем, кто там поблизости живет. Это может быть сосед по вашей квартире, ну вот по лестничной, не лестничной, вот в доме, да, в доме. Он просто перемещается, я не могу понять, откуда он. Вот. А может быть там по даче сосед, может быть там, я не знаю, по земельному участку. То есть есть человек, на которого вообще никто не думает. Все думают, что он классный, что он такой весь там добрый дядька, который там, не знаю, там шутник, весельчак, 5-10. На самом деле человек пакостник. Я бы даже больше сказала, мелкий пакостник. Понимаете? И на него никто не думает. Он может, знаете, что угодно сделать. Понимаете? Может и под дверь навалять, понимаете, вот такой момент тоже может быть. И знаете, вот как-то думают все на одну женщину, пожилую женщину все думают, эта женщина ни в чем не виновата. Это именно он, мужчина, делает. У него какие-то психические отклонения, реально. Вот он и по жизни выглядит такой, знаете, вот все время смеется, улыбается, шутки, прибаутки. Ну, тоже, знаете, какое-то ненормальное поведение. И вот на него находит, вот прям он такой ходит и думает, кому бы мне что нагадить, да. И, кстати, эту пожилую женщину он подставил, да, он, может, там тем что-то сказал, вам что-то сказал, и все вот думают на эту пожилую женщину. Она ни в чем не виновата, она хорошая. Так, смотрите, в целом, что я хочу сказать по ситуации с людьми, которые рядом с вами. Люди в целом хорошие. Те, которые люди с вами в семье, в отношениях, тоже, смотрите, у вас вышла лампа. Лампа, которая говорит о том, что это, ну, дом, очаг, уют. Дом у вас хороший, ваши близкие хорошие. Но нужно чиститься самим и обязательно почистить дом. Потому что как-то уж слишком накипело, слишком много всего негативного вы поднасобирали. Так. Еще момент я хочу вам озвучить, что у вас в ближайшее время идет в вашу жизнь необычный человек. Человек идет либо быть вашим партнером по жизни, либо быть вашим каким-то вот прям другом, сердечным другом, либо другом на всю жизнь. Так что присмотритесь, очень хороший человек заходит, человек выше, чем вы ростом, необычной какой-то внешности, необычного характера, человек легкий, но при этом очень глубокий. Понимаете, вот какой-то, знаете, вот на стыке сочетаемого и несочетаемого идет. Человек, который многому вас научит, который много вам даст и который ответит практически на все ваши вопросы. Понимаете, вот вы друг друга как дополнять будете. Вот такой замечательный человек к вам идет. И все-таки по жизни людей хороших у вас больше, чем плохих. Я вижу, что многие вот именно к вам тянутся. Есть человек, вот он, который хотел бы с вами дружить, который бы хотел бы с вами общаться. Но то ли обстоятельства так складываются, то ли еще человек наберется сил, придет к вам и предложит свою дружбу. В целом, еще раз скажу, людей хороших намного больше, чем плохих. Поэтому, мои дорогие, знаете, что с теми, кто творит неугодное, с теми, кто злобный и в вашу сторону кидает молнии, ну, им обраточка обязательно прилетит. Рано или поздно придется ответить за все свои гадости, подлости и пакости. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.